Я хотел бы предоставить слово еще нашему спикеру. Хижба Наур Бесланович, специалист отдела образования, социальной активности и здравоохранения, общественной организации Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс Абхазия. И хочу заметить, что в Республике Абхазия очень интересные, динамичные политические процессы, поэтому сейчас с интересом, с удовольствием послушаем нашего докладчика. Спасибо. Добрый день. Это все немножечко не очень похоже на, опять же, все то, что уже звучало, но это тоже, правда, интересно. Добрый день. Большое спасибо за возможность с вами поговорить. Меня зовут Наур Хижба, я работаю в общественной организации Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. Мы занимаемся объединением народа Абхазии нашей многочисленной диаспоры, которая проживает по всему миру. И помимо этого мы работаем как локальное НКО и реализуем различные социально значимые проекты. Если вы или ваши коллеги интересуетесь регионом, если вам нужны связи в стране, если вам нужны контакты, вы можете к нам обратиться. Мы обязательно сделаем все, чтобы вам помочь реализовать ваш научный интерес. info@abaza.org, abaza.org. Вот. Product placement я сделал. Перейдем к заявленной теме. Абхазия – это очень интересное место с точки зрения нашей географии, нашей непростой истории, нашей насыщенной политической жизни, о которой вы, возможно, много чего слышали в конце прошлого года или в начале этого года. Я не сомневаюсь в ваших знаниях о нашем контексте, но допускаю, что кто-то в аудитории может мало знать о том, что мы из себя представляем. Абхазия, Республика Абхазия, на своем языке мы зовем эту землю Апсны, это небольшая страна на Южном Кавказе с размером, с населением около 250 тысяч человек. Абхазия – это многонациональная страна, а ее коренные жители Абхазии – это один из древнейших этносов Кавказа, носитель древней самобытной культуры и традиций, которые спустя тысячелетия, иногда даже, к моему удивлению, сохраняются до сих пор. Это небольшая страна, но также она в 12 раз больше Сингапура, в 3,3 раза больше Люксембурга, а наша береговая линия в 3,3 раза больше береговой линии, например, Бельгии. Давайте быстро обратимся к тому, что мы видим как пользователи Яндекс.Карт. К легендарному примеру царского восседания на двух стульях одновременно. Если вы российский пользователь, вы видите привычные для нас топонимы: Сухум, Ткварчала, Чамчира, Новый Афон, Республика Абхазия. Но если регион вашего телефона установлен не на Россию, то вы видите уже грузинские топонимы. И окажется, что вы смотрите не на Республику Абхазия, а на Автономную Республику Абхазия. Поэтому все очень непросто, если смотреть на нас извне. А как так вышло? Советский период подарил нашему обществу, нашему народу очень много неоценимых позитивных вещей, но и много проблем, а потом еще сверху взял и распался. Поздний советский период входил в фазу ограничений прав автономии. И после распада СССР страны в основном откатились к досоветским условиям с точки зрения права. Грузия в порыве национализма и попытки создать почву для строительства более прочного грузинского унитарного государства решила продолжить намеченный в Советском Союзе трек на ограничение прав автономии и быть унитарным государством без автономии. И решить наболевшую проблему, которой было много лет, очень быстро и просто, как им казалось, это будет. И таким образом в августе 1992 года началась вооруженная агрессия Грузии против Абхазии, которая сопровождалась целенаправленным истреблением негрузинского населения, разрушением памятников материальной и духовной культуры абхазского народа и другими массовыми нарушениями прав человека. И в результате кровопролитной войны между Абхазией и Грузией абхазским войскам удалось выбить грузинские войска с территории Абхазии. И таким образом, примерно с 30 сентября 1993 года, мы функционируем как независимое государство, которое родилось из пепла ожесточенной войны в 1992-1993 годах. И в отличие от других постсоветских стран, нам приходилось заниматься собственным развитием с нуля и в условиях полной экономической блокады со всех сторон. Сюда можно отнести и санкции СНГ, которые были наложены на нас в 1996 году и которые имели своей целью политикой изоляции Абхазии обернуть вспять процессы, которые были запущены войной. Во время войны в течение 90-х годов к нам наблюдался интерес со стороны международного сообщества. В Абхазию приезжали послы всех на свете стран, и они все, не исключая представителей Российской Федерации, соревновались в том, кто же сможет первым вернуть нас в состав Грузии и на своих условиях. Позже российская оппозиция претерпела радикальную трансформацию по нашему вопросу. В целом это произошло после того, как Владимир Владимирович Путин стал президентом России. И с первой половины нулевых годов зарождаются новые партнерские отношения между Абхазией и Россией. Это приводит к признанию нас независимым государством в августе 2008 года, чему предшествовало снятие с нас со стороны России санкций СНГ, точнее выход России из санкций СНГ. Хоть международные конвенции и права в целом не сильно влияют на то, каким паспортом я пользуюсь, в какие суды я хожу защищать свои права или кому я плачу налоги, но именно в 2008 году мы словили все пункты не только
декларативного подхода к признанию государств в международном праве, но и конститутивного. Ведь мы вступили в дипломатические отношения с великой державой и членом Совета Безопасности ООН, постоянным членом. Так что же пытаются нам тогда сказать Яндекс.Карты или другие многие популярные сервисы из более недружественных стран, точнее, из совсем недружественных стран? Здесь дело в другом восприятии конфликта в Грузии, который грузинские власти смогли успешно продвинуть на всех уровнях во многих странах. Во многом это удалось сделать благодаря закону об оккупированных территориях, который Грузия приняла в октябре 2008 года, и в соответствии с которым нас рассматривают страны, которые не имеют с нами дипломатических отношений. Это в основном США и Европейский Союз. Другой вопрос, конечно, что у термина «оккупация» есть точное определение в международном праве, ну, его там можно найти. И в целом это вопрос точки зрения, потому что Абхазия себя считает и является тем, кто осуществляет эффективный контроль на нашей территории. И мы считаем себя вправе заключать соглашения с другими странами, в том числе и в сфере безопасности. То есть военное присутствие России в виде военных баз для нас – это вопрос плоскости наших двусторонних соглашений с Россией, нашего стратегического партнерства. А Грузия же в своем подходе старается убрать из уравнения власти Республики Абхазия, которые избираются нами и действуют от лица граждан нашей страны. Это был мини-экскурс в наш контекст. Из всех этих обстоятельств произрастают много характеристик нашего общества. И здесь есть как позитивные, так и негативные вещи. Наше общество, оно очень разное. И главная его характеристика – это то, что оно многонациональное. Абхазы составляют где-то половину населения нашей страны. Вторая половина – это армяне, менгрелы, русские, греки или другие национальные меньшинства. В одной из тем сегодняшней конференции я увидел продвижение изучения русского языка. И моя первая мысль была, что здесь мы уже всю работу сделали за вас. Потому что язык межнационального общения между национальными сообществами Абхазии – это русский язык. Его позиции наиболее прочны в нашем обществе. И сломить это вряд ли нужно и вряд ли возможно. И поэтому, если вдруг коллеги из России или коллеги из других стран, которые здесь сегодня присутствуют, имеют опыт продвижения местных национальных языков, то именно такая помощь Абхазии была бы особенно ценной и особенно сильно бы ценилась. Много характеристик нашего общества, они также произрастают из контекста, который я только что описал, то есть из войны, из блокады, из более широкой международной изоляции. Травма в нашем обществе, она сильна, и из-за того, что справедливость, по нашему мнению, не восторжествовала в полной мере, а угроза нашего уничтожения, она сохраняется, хоть и чуть-чуть в других формах, эта травма продолжает оказывать влияние на нашу жизнь, даже более спустя 30 лет после того, как мы получили шанс на развитие в своем собственном государстве. Травма сильна и, наше общество, оно, несмотря на то, что оно травмированное, оно очень патриотичное. Ведь за шанс на жизнь и развитие мы заплатили большую цену. Это было не очень много в масштабах мировой истории, но в 1992-1993 году за 1,5 года мы потеряли мертвыми, не перемещенными, 4% абхазов из общего числа абхазов по всему миру. А это уже очень много по любым меркам. И много времени потребуется для того, чтобы оправиться от такой невосполнимой потери. В общем, именно из-за таких обстоятельств у нас в обществе, что на уровне самого общества, что на уровне права, выстроено немало жестких протекционистских механизмов. Вопрос, например, получения гражданства иностранцами, получения гражданства Абхазии или покупки недвижимости иностранцами вызывает большое количество общественной дискуссии и может привести даже к внутриполитической нестабильности. Наше общество очень разное и по достатку и уровню образования, но из-за нашего размера мы находимся в очень плотном контакте друг с другом. То есть очень сильные горизонтальные связи. И условно расстояние от гипотетически самого классного и образованного человека до гипотетически самого неклассного и необразованного человека, оно минимальное, и они, скорее всего, за свою жизнь постоянно друг с другом контактируют. И многим покажется, что мы купаемся в собственном соку, но с другой стороны, это не дает... Это ограничивает возможности внешних сил влиять на нас и не дает нас одурачить вражеским силам. Другая наша важная черта – это количество амбициозных людей во всех сферах. И это, скорее всего, следствие, как по мне, трудных 90-х и нулевых годов. Время, когда государство возрождалось и было необходимо восполнять пробелы государственной политики во многих отраслях. Поэтому, кстати говоря, у нас очень активный и опытный общественный сектор, который вел и ведет масштабную работу по работе с детьми и социально незащищенных слоев населения, работу по повышению квалификации преподавателей, врачей, разных специалистов, работу, связанную с публичной дипломатией в том числе. И, несомненно, следствие всех этих больших амбиций, оно заключается в том, что в обществе есть много внутренних конфликтов. И
много конкуренции. И, как мне кажется, благодаря этой конкуренции вся эта на вид извне шаткая структура имеет достаточную прочность. Что касается молодежи. Когда вы живете в обществе, которое привыкло думать о себе как о долгожителях, это становится очень растяжимое понятие, потому что мы где-то до 60 лет молодежь, а потом уже получаем ярлык взрослый. И интересно, что нотки кризиса идентичности, они меньше наблюдаются именно у молодежи, чем у старшего поколения. Потому что старшему поколению пришлось, изначально они считали себя частью одной из самых крупных сил на планете, частью Советского Союза, а молодежь растет уже совершенно с другими эмоциями относительно своей родины и места своей родины в мире. За последние 30 лет мы использовали все возможности получения образования в Российской Федерации и очень ограниченные возможности в более дальнем зарубежье. И мы вырастили очень прочную прослойку молодой интеллигенции, которая пока не в силах получить реальные полномочия и применить свои знания из-за внутренних конфликтов. Исторически, каждый раз, когда мы взращивали интеллигенцию, сумма внутренних и внешних факторов сносила все под ноль, прогресс уходил назад и приходилось делать все по новой. Таким образом, здесь, мне кажется, одна из наших задач – это честно обсуждать как внутри общества, так и с нашими партнерами наши ошибки в прошлом и вместе не допускать трагических сценариев прошлого, повторения их. Учитывая все вышесказанное, какая у нас национальная идея и какая идеология? Я думаю, что мы все еще в процессе ее формирования. Казалось бы, в нашем случае должно быть жизнь в признанном независимом государстве с гарантиями, с международными гарантиями безопасности, но национальная идея не может сводиться к целям одного Министерства иностранных дел. И я думаю, что мы все-таки встанем на путь формирования гражданской нации, потому что этот опыт, это дорого, это тяжело, но этот опыт, в том числе в России, показал то, что он необходим. Особенно в таком многообразном обществе, как нашем. Вроде бы цели ясны, контекст понятен, и, казалось бы, мы должны активно заниматься нашим продвижением в внешней политике, но здесь немножечко сложно, в том числе из-за международной изоляции. Один из главных наших узлов внешней политики – это женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье. Наше главное требование – это подписание Грузии юридически обязывающего документа о неприменении силы, но для этого надо признать нас стороной конфликта. А это совершенно невыгодно грузинской стороне, для которой норма во многих своих бедах обвинять Российскую Федерацию. Женевские дискуссии приносят ограниченный результат, что открывает дверь к различным спекуляциям на тему их необходимости в целом, но для нас это единственная возможность, в том числе, кстати говоря, для юго-осетинской делегации тоже, это единственная возможность транслировать наши позиции и свою точку зрения на архитектуру безопасности в регионе более широкому международному сообществу. Поэтому все равно большая ценность в этом есть. Что можно сказать о нашей внешней политике в целом? Я думаю, что на государственном уровне, как я уже сказал, мы недостаточно активны. Наше положение в мире и опыт показывают, что никакие двери перед нами не открываются до тех пор, пока мы сами не начнем в них стучать. Сюда я могу отнести вопрос признания абхазского паспорта проездным документом и вопрос признания наших дипломов о высшем образовании. И в конце концов вопрос расширения списка стран, с которыми у нас есть дипломатические отношения. Пока мы где-то отсутствуем, за нас говорит грузинская сторона. И это, безусловно, не приносит мирных перспектив в наш регион. Пока контакты на уровне государства ограничены, а государство имеет другие приоритеты, многих успехов удается добиться на уровне дипломатии второго трека, потому что мы стараемся использовать каждого нашего студента или каждого нашего представителя диаспоры, который разбросаны по всему миру, для того, чтобы нести в мир нашу точку зрения и рассказывать о нашем существовании. И это важно, потому что даже участвуя в таких мероприятиях, где есть много молодых российских ученых, или даже в годы, пока я учился в МГИМО, я замечаю, что даже российские молодые исследователи, иногда они молодые, они волей-неволей начинают, сами того не осознавая, говорить на грузинских терминах, когда они обсуждают о нашем конфликте. И мне кажется, что дело в том, что мы должны поактивнее использовать, в том числе, возможности, которые открывает нам Россия для того, чтобы говорить о себе. Поэтому я взял и приехал. Еще одно важное направление для нашей внешней политики, это не совсем внешняя политика, но все равно я хочу про это сказать, это репатриация. По итогам трагических событий XIX века, связанных с русско-кавказской войной, огромное количество наших соотечественников были депортированы в Турцию, а затем их потомки оказались в Сирии, Иордании, Голландии, Германии и в других странах. Вообще в мире не так много стран, которые пытаются заниматься репатриацией, и Абхазия к ним относится. Мы также относимся и к тем народам, про которых можно сказать, что абхазов за рубежом живет больше, чем в самой Абхазии.
И для нас репатриация – это возможность, ну, разумеется, восстановить какую-то историческую справедливость, а также способ решения демографических проблем. Но мне кажется, мы могли бы подходить к этому вопросу с большей толикой целеполагания и реально оценивать эффективность этого дела. Тут мы тоже пока еще в начале пути, хоть это и экзистенциально важное для нашей страны направление работы. Кстати говоря, мне видится, что работа с нашей диаспорой может иметь позитивные стороны и для российской дипломатии, потому что, например, наша диаспора в Турции – это большое количество людей, которые очень активны в турецком обществе, в турецкой общественной жизни, политической жизни. И мне кажется, что налаживание контакта может быть полезно в деле укрепления объективного образа России в странах компактного проживания нашей диаспоры. И, пожалуй, самое важное направление нашей работы во внешней политике – это отношения с нашим главным стратегическим партнером, с Российской Федерацией. И я не стану перечислять всю договорную базу, она небольшая, она жизненно важна для нас. Это сотрудничество, оно не имеет альтернативы. Так же, как мы считаем, что международное признание Республики Абхазия – это единственный путь к устойчивому миру в регионе на поколение, мы признаем ключевую роль России как фактора стабильности и гаранта безопасности. Одна из тем сегодняшней конференции – это геополитическое соперничество крупнейших мировых игроков в регионе. И если в других странах региональная политика часто строится на, возможно, балансе интересов, то для нас Россия является тем самым гарантом безопасности и надежным партнером, который проверен временем. Да, мы можем говорить о том, что в 90-е годы позиция Москвы была иной, но за последние 20 лет из всех, с кем Абхазия пыталась вести диалог, кому пыталась донести свою позицию, Россия единственная страна, которая продемонстрировала волю это услышать и наполнить диалог физической ценностью для безопасности в регионе. Недавно у нас был достаточно нервозный период, а понервничать из-за того, какой образ Абхазии транслировался в медиасфере в России в конце 2024 года и начале 2025 года, я думаю, пришлось многим. И наше общество, оно очень амбициозно, и тем более амбициозны наши политики. А механизм прихода к власти людей, которые несут надежность для своей страны в первую очередь, они еще находятся на этапе становления. И я понимаю, что это поздновато для 30 лет государственности, но я уже описал причины наших темпов развития. Прошу сделать скидку. Эпизоды, подобные тем, которые произошли в конце прошлого года, они будут повторяться до тех пор, пока внутри страны не будут выстроены устойчивые правовые механизмы, учитывающие особенности нашего же общества. И я думаю, что мы должны прийти к этому сами, чтобы это в полной мере осознавалось в нашем обществе и ценилось. Поверьте, тратить деньги на строительство забора вокруг администрации президента, а потом сносить его, это может выглядеть весело, но это никому не нравится. И поэтому работа над необходимыми реформами, они, как мне кажется, нам правда необходимы, и общественная дискуссия на эту тему, они уже ведутся, причем какое-то время. И опять же, при этом важно понимать, что никакая внутренняя политическая борьба или игра, она не способна привести к власти в Абхазии людей, которые могут быть иного мнения о значении добрососедских отношений с Российской Федерацией и о важности нашего стратегического партнерства и о роли России как гаранта безопасности в регионе. Не думаю, что я совру, если скажу, что таких политических сил у нас просто нет. Ведь наши интересы совпадают, а российское видение не включает присоединение или поглощение Абхазии внешними силами. Разве это не так? Спасибо за такое яркое выступление. Поблагодарим нашего спикера. Ребята, вопросы есть? Абхазия интересная страна, гордая, да, самостоятельная, со своей политикой, с традицией, давними культурными особенностями. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анна. Как внешнеполитическая стратегия Абхазии влияет на ее отношения с соседними государствами и международными партнерами? Ну, у нас международных партнеров, как я уже описал, не так уж много. Вот. А поэтому, если почитать нашу концепцию внешней политики, то мы там выступаем за мирное существование с Грузией, но нас в этом вопросе не слышат, за развитие отношений с Россией. А все, что касается остальных стран, это на текущий момент больше держится, я имею в виду стран, в которых у нас нет дипотношений, потому что есть страны, где у нас работают дипломаты, и там, не знаю, на одном из таких форумов ко мне подошел грузинский участник, и он говорит, ну это же все делается через Россию.
Нет, не делается. Это люди, которые получают зарплату из нашего госбюджета, это не секция интересов. То есть, да, есть страны, с которыми мы работаем через посольство, но в основном это, конечно же, дипломатия второго трека, про которую я сказал, которой мы должны заниматься более активно и в которую мы должны вкладывать больше наших денег. Спасибо. Вам спасибо. Еще вопросы есть? Ну, я думаю, что, наверное, надо нам подводить черту. Мы выбились из своего графика, это вполне объяснимо. Вот, во-первых, у нас интересная тема. Во-вторых, я от вашего имени хотел бы поблагодарить всех наших докладчиков, и которые сегодня перед нами здесь, что называется, живьем выступали, и которые выступали онлайн. Все готовились, все такую интересную, насыщенную информацию до нашего с вами сведения довели. Поэтому давайте поблагодарим докладчиков. Спасибо большое.